Салем, достар, котор. Всем привет, дорогие мои. Мы в Техтюре. Сегодня 25 июня 25 года. Угу. Нужно заплатить налоги сегодня. Сегодня важный день. У нас же компания в Казахстане. Сегодня 25 июня, день платы налогов за сотрудников. Мне нужно их заплатить. Не забыть бы. Вот. Что еще? Мы ночь провели в Техтюре, но Ника остается тут. Я дальше выдвигаюсь. Меня чуть не сказала, отправят в Якутск. Нет, мы поедем в Якутск, дадим машину. Вы наконец-то увидите, кому мы везли машину. Машину зверя, Mitsubishi Outlander, хозяйку, подружку мою. И заодно, что еще-то? Ну, пока покажем Якутск. Теперь будет уже влог называться День 10. Техтюр, Якутск. Комаров пипец много. Ребят, хочу вот показать вам. Тут везде что-то росло раньше. И сейчас видно. Вот травы очень много. Ника будет косить. Маме покажет, как надо косить. И она вот тоже будет косить траву. Травы много, соответственно, и комаров много. Вот тут тоже вот были цветы везде. Вот тут в крокет играли. Ауч, опять комар. Мы тут в крокет играли. Тут везде потом посадила цветы Никина мама. И, конечно, прям везде. Я удивлена, потому что, ну и лето у нас холодное выдалось, и поэтому пока ничего не выросло. Но на самом деле все тут цвело и пахло, и я надеюсь, будет цвести и пахнуть. Вот тут мы готовили плов, шашлыки делали, и тут играли крокет, все собирались, потом кушали вот в этой беседке. Никин брат сам построил эту беседку, он скоро тоже прибудет. Все к 8 июля должны быть тут на месте. И он прибудет с Алматы, он живет в Алмате тоже, как мы. И он, кстати, один из ведущих видеооператоров, видеографов по Алмате. Он с Маргуланом Сисенбаевым ездил в Исландию, снимал также вот предпринимателя крутого, который подарил 100 квартир своим сотрудникам. Это один из прям топовых видеографов, и это вообще замечательно, потому что приехать в другую страну, заявить о себе и работать, зарабатывать, платить налоги в тенге, это, тоже не каждый же сможет, Вот, и мы тут все собирались, вообще так классно было. И там дальше уже картошка, там дальше вот укроп, как видите, вот, все равно я считаю, что миром правит любовь, доброта. И, конечно, без мужа сложно. И они в один день родились, в одном роддоме. И Ника будет прям маме помогать до отъезда. Много, усердно. И я буду приезжать тоже помогать, конечно же. Вот такой вот участок, маленький обзор сделала. И сегодня я уезжаю в Якутск к своей маме уже с Ксюшей. Вот цветочки покажу. Вот такие цветочки у нас. Сегодня уеду и уже приеду через недельку, наверное, 8 июля. Вот так красили. Ну и, конечно, до осени 22-го все прям вот вся семья собиралась. Так много было нас прям. Сейчас как будто пусто. Вот еще из шин всякое делали. Вот.
Ну все, я пошла кушать и выдвигаемся в сторону города, дорогие мои. Друзья, я хочу показать вам наш завтрак. Как мы завтракаем. Вот берем пирожки. Сметана деревенская. Угу, вот так делаем. Угу, вот так делаем. Вот так делаем. И потом все это заправляем вареньем. Из голубичное варенье. Натуральное. Сами собрали, сами сделали. Вот так. И... А пирожки с чем? С картошкой и с колбасой. Мы еще пирожки, мясные пирожки тоже так. Сметана, варенье. Можно сметана, сахар. Любые пирожки берем. Масло можно, если нет сметаны. Масло, сахар. Масло, варенье. Ага, еще с луком пирожки. Все, короче, вот так заправляем. Азбурс. Тю-тю. Приезжаем лошадей. За мной уже подъехали. Ну что, ребятки, за мной заехала моя подружка. И она сейчас отоваривается. И я брожу. Вот такие, оказывается, чипсы есть. Сметана и зелень. Называется наш картофель. Стоит 145 рублей. Умножаем на 6. Получаем тенге. Получается 870 тенге стоит. Вот такой еще сыр есть. Вот. От души, можно сказать, постарались заменить. Так, дальше. Ну, правда, я не знаю на вкус. Пока по ценам на продукты я еще не знаю, насколько они дорогие. Еще не сравнивала. Ну, мы с Никой вместе поедем. Она сейчас с мамой. А я брожу, встречаюсь с подружками. Все дни перемешались. Норм так и Ника не отдохнула. Ага. Сейчас едем отдавать машину. Ребята, сейчас 8 вечера. И смотрите, какое солнце стоит. Сейчас сезон белых ночей. Я так не привыкла. Я вышла с помещения и думаю, уже все, 8 вечер, там уже солнцезащитные очки убрала куда подальше. А нет, вообще вовсю солнце вовсю светит. Она и не сядет, наверное. Но чуть-чуть сядет, посмотрим. Вот так выглядит Якутск. Ага. Полный обзор отдельно во влоге мы обязательно отснимем на нормальный микрофон, на нормальный телефон. А пока мы едем на мойку и должны встретиться уже с моей подружкой. И будем передавать машину. Ника, ты рада? Почему? Тому, что отдаешь машину. Устала? 10 дней беспрерывно. Жесть. По приезду еще Ника ездила по делам. Туда-сюда закупались. И целый день туда-сюда ездила. Как тебе дороги Якутска? Не очень. Везде лужи, ямы, потому что ну вот недавно был дождь, и постольку дождь был, а эта вода никуда не девается. А тут, как называется, Велитовтер? Водосточные вот эти. Ага, водостоков нету, к сожалению. Ну, вот это один из самых больших минусов лета. Можно сказать, что водостоков нету, и вся вода застаревает на улицах. Так вот, вы видите, сухой асфальт. Мы едем по улице Орджоникидзе. Вот казначейство. Ага, торговый центр. Еще покажем. Классные достопримечательности есть. Даже, ну, несмотря на эти плохие дороги, на которые жалуются все жители, есть классные здания, которые требуют внимания отдельного. Вот. Что еще? Ну, машина
грязная очень, нужно отдавать. И, конечно, как мы приехали, сразу встречи. Я уже успела с подружкой встретиться. Вот. И ну, мы уже, в принципе, привыкли к этому времени, потому что как-то это случилось само по себе, пока ехали. Вот так выглядит примерно вот мини такой обзорчик. Вот. Общественный центр. Тут расположены разные организации по типу этих, как назывались? Организации, где вот эти социальные... Как? Я уже не вспомню. Я там была, я числилась. Профсоюзы, вот. Профсоюзы здесь находятся, ну, по старой памяти. По-моему, здесь, ага. Молодежь тусуется. Ксюша ушла гулять сразу же. И до сих пор ее нет. Все встречаемся, радуемся. И опять же сегодня мы уже поедем к подружке, которая завтра улетает уже в Москву, потом в Абхазию. И мы должны успеть встретиться с ней завтра. И завтра уже начинается моя работа. Ну, солнца вообще очень много. Вот лужи. Угу. Пожалуйста, любуйтесь. Смотрите, это стоит общежитие, в которой мы жили. Это так мило, надо съездить туда, сходить, то есть сходить и вспомнить былое. Меня очень сильно мотивирует прошлое, как вообще все начиналось, насколько маме было трудно нас воспитывать одной, и все-таки это мотивирует на новые действия и мотивирует жить лучше, и вот норму лучше внедрять в обычную жизнь. Да. Мы приехали на мойку, и тут рядышком как раз квартира нашей подруги. Вот так. И на мойку вот стоит, вот так стоит, будут мыть за 1500, умножаем на 6. Это будет тогда деньги. Будет 9000 тенге вот за кроссовер с уборкой, пылесосом. Скажите в комментариях, это дорого или дешево? Вот обладательница, привет! За машинкой. Вот, ребята, обладательница машины. Передаем. Катя. Всем привет. Долго ждала, да? Да, очень долго. 10 дней. Ну, это Ника привезла. Ребята, смотрите, какая она чистая стала. Машина-зверь, водитель аж передает машину. Все, до свидания. Ребята, привет! Я вообще сегодня ничего особо не снимала, потому что работа. Я работаю. Вышла с клиентом, сейчас иду на встречу с давней подружкой, тоже консультантом. Ребят, всем привет! Видео, влоги не выходят, поскольку связи вообще нормальной нету. Прикиньте, сегодня 27 июня 2025 года. Завтра уже начинается Исых. И Исых проходит, это национальный праздник для народа Саха. Исых проходит 2 дня. Это всю субботу и всю воскресенье. Мы уже забили для себя место. И выезжаем где-то в 7 утра на 2 машинах. Отснимем все самое интересное. Возьмем интервью у разных людей. Расскажу, как вообще проходит Исых, все традиции, все комментарии я читаю, но только не могу ответить. Ответила выборочно на те комментарии, на которые мы нормально могли загрузиться. Потому что МТС, оказывается, в городе нормально не ловит, Билайн тоже. И в связи с Исыхом глушат связь. Связи не будет 2 дня. И все эти 2 дня мы будем снимать и рассказывать про Исых. Потом будет уже на следующей неделе, когда все уже стабилизируется, связь, и работа, клиенты тоже. Мы проедем по
Якутску, и я тоже расскажу вам про Якутск. И хочется еще, как называется это место, где заходишь, и там все во льду. Я там, кстати, не была ни разу, тоже отсниму, схожу и покажу. Так что не теряйте, пожалуйста, связи реально нет вообще. Я думала раньше, что VPN это как-то сложно будет, да, но я скачала VPN, заплатила за платный VPN, но этот VPN даже не заходит, потому что у меня МТС, я абонент МТС, и МТС не работает. Мобильной связи нормальной нету. И даже если это Wi-Fi, у меня VPN нормально не работает. По-моему, я думаю, из-за того, что это как-то я уже использовала все возможности этого VPN. Может, он... Сколько комары, опять комары. Потому что я каждый день загружала влоги. Через VPN мы загружаем влоги, потому что YouTube не работает. Так что, дорогие, не теряем. Ждите следующее видео где-то в понедельник. В понедельник примерно выйдет уже первый день СЭХа. Вот. Это были вы только что посмотрели те видео, которые я постаралась отснять. Хожу одна по клиентам, нет ни микрофона, ничего, но завтра будет микрофон и качественный влог. Так что, ну все. Всем пока. Пишите в комментариях, что отснять, что было интересно и что хотите увидеть в Якутске. Все, всем пока. Сау булыңыздар.